В Нижегородке объявлен негласный дефицит воды. Из-за проблем с центральным водоснабжением люди страдают уже не один год. А с начала мая в многоквартирных домах вовсе сухие краны. Как приспосабливаются сельчане, тем более в такую жаркую погоду, расскажет мой коллега Радмир Азнабаев. Далеко ездите за водой вот так вот? 3 километра. Каждый день? Каждый день. По сколько раз в день? Иногда 2 раза. Как получается, как выпьют. Юнусу Хусаиновичу далеко за 80, но пенсионер каждый день проезжает на велосипеде как минимум 6 километров. Это вынужденная мера, чтобы просто дома была вода. И он не один такой. Всю жизнь так. Дома, значит, вы сколько раз моетесь в неделю? Каждый день. А мы, вот, мусульман 5 раз должны. А мы берем вот так, апляп делаем. И все. Ни воды, ничего нет. Всю жизнь, да? Летом вообще нету воды. 0. А зимой еще текет чуть-чуть. Помыться можно. Нормально еще более-менее. А летом нет. Вообще беда и здесь, и внизу вон на Школьной нету. Люди грязные ходят, потные. Жители села бьют тревогу давно, а сегодня прошло очередное собрание активистов, которые называют себя общественным советом Нижегородки. Место встречи выбрано не случайно. В этом доме, со слов жильцов, нет воды 2-й месяц. Дело в том, что нам сказали, что будут скважины, будет вода и на село, и будет вода сюда. В итоге ни на село нет, ни им воды нет. Там тоже есть МКД и 2-этажки, 3-этажки, и зимой без воды сидят, на 3-й этаж вода не поднимается. В 2-этажках на 2-й этаж вода не поднимается, а на 1-м она, извините меня, течет по капельке, и все. Больше повезло жителям частных домов, у которых есть свои скважины с колодцами, а вот собственникам квартир приходится обходиться без душа неделями. У нас вот ребенок младший, маленький, нам искупать его надо. У нас еле-еле течет холодненькая вода, если она есть, конечно. Мы горячую воду кипятим в кастрюле. Искупаем, помоем более-менее, хоть как-то своими подручными средствами. И все. На этом у нас сон начинается потом. И каждый день у нас так, каждый день. Как говорят активисты, сельчан никто не слышит. Были обращения в органы местной и республиканской власти, в надзорные органы, но в ответ одни отписки. Проблеме с дефицитом воды в Нижегородке, как и в некоторых других населенных пунктах района, более 10 лет. В прошлом году в администрации муниципалитета пообещали новые скважины и емкости. Свое слово чиновники сдержали, но лучше не стало. Эту емкость для водоснабжения установили в прошлом году, запустили уже в этом. Со слов жителей, их обещали избавить от проблем с водой с помощью этой цистерны на 60 кубов. В теории да, но практика показала, что на село с населением в 4000 человек этого не хватает. За подачу воды в село отвечает ресурсоснабжающая организация ЖКХ «Шемяк». Случайно на месте мы застали инженера организации, но с нашей съемочной группой специалист говорить отказался. Подождите, пожалуйста, а можно комментарий получить? У вас сейчас инженер. Да. Инженер сейчас подъезжал, он что-то прям такое, чуть не сбил нас на машине. Не сбил, но это мы разберемся с инженером, там, что у вас здесь произошло. Мы приехали как раз разобраться с ситуацией. В настоящее время стоит жаркая погода, воды не хватает в связи с тем, что происходит просто большой очень водоразбор воды на полив. Люди поливают свои огороды, деревья, там, газоны, но абсолютно, насчет соседей не задумываются. То есть питьевую воду используют в хозяйственных целях? Да. В администрации района признают проблему в системе централизованного отопления. Ее необходимо реконструировать, говорят чиновники, но денег в бюджете муниципалитета нет. Успокаивают тем, что до 2024 года ситуация изменится, ведь село попало в региональную программу по строительству и реконструкции систем центрального водоснабжения «Чистая вода». И правда, все совпадает, как в старой пословице, ведь ждать обещанного нижегородцам остается ровно 3 года. Радмир Азнабаев, Азамат Мухамедшин и Иван Шабрин. Новости. Уфимский район.